нас нет еще 1 года, это не только для публики европейских стран, это прежде всего для белорусов. Як Святлане Тихановской удалося? Что вот Тихановская получила $1 миллион, где наши деньги? Да, злые языки говорят, что вот неинтересно. И комментаторы на YouTube пишут, так, никто не слухает. И я очень себя настраивала на то, что хоть бы не заплакать в Европарламенте. Привитание, шановные белорусы! Сегодня мы обсудим несколько самых ярких событий в международной работе Светланы Тихановской. Среди них у нас Европарламент и Вена. Начнем, наверное, с самого простого. Франок, Светлана, что произошло в Вене? Зачем вы туда ездили? И были ли там какие-нибудь переговоры? Ну да, на самом деле вокруг конференции в Вене по вопросу Беларуси было много всяких конспирологий. Подключилось очень много людей, которые рассказывали, что все, поехали сдавать Беларусь, переговариваться с Россией и так далее. На самом деле эта конференция была создана для того, чтобы, ну, на данный этап, чтобы страны, лидеры европейских стран еще раз высказали свою стратегию по Беларуси, что они поддерживают демократические изменения в нашей стране, что все политзаключенные должны быть выпущены, что никаких переговоров с режимом никто проводить не собирается. Особенно это была конференция после звонка канцлера Меркель, то есть очень много всяких заговоров видели, но на самом деле все не так. Ну, я думаю, што калі людзі чулі там слова перагаворы, ім адразу бачылася, што там усе збяруцца, ўсё павырашаюць. Насамрэч канферэнцыя гэта выступы розных людзей з рознымі пазіцыямі. Немцы кажуць пра тое, што трэба прынцыпова працягваць ціск на рэжым. Польшча кажа, Лукашенко вінаваты ў міграцыйным крызісе. Эстонцы кажуць, мы правялі слуханні ў Радзе бяспекі, таму што Беларусь гэта не толькі пытанне правоў чалавека, гэта таксама пытанне бяспекі ўсяго рэгіёну. І выступае Светлана Тихановская, якая кажа, ёсць палітвязні, ёсць рэпрэсіі, Лукашенко працягвае тэрор, і вельмі важна, каб гэтыя усе міністры пачулі, зафіксавалі, прынялі да ведама, але потым у канцы, калі робяцца высновы, заключнае слово, каб вот усе гэтыя пункты, сказаныя і Светланай Тихановской, и министрами, каб яны были там адлюстраваныя. Ну давайте тогда ответим на вопрос простого белоруса, комментатора из Ютуба или Телеграма. Почему это чем-то отличается от обычной международной работы Светланы? Вот Светлана ездит целый год, тут вот собралась на конференцию. Почему эта конференция как-то отличается от остальных, и вокруг нее вообще было столько шума? Ну, во-первых, конференции такого уровня, где обсуждался бы только вопрос Беларуси, еще не было, где были представлены лидеры 14 стран. Да, але цікава, што потым была прэс-канферэнцыя, і многія медыі, а таксама грамадскія арганізацыі аўстрыйскія, яны задавалі пытанне, як Святлане Тихановской удалося зрабіць Аўстрыю такой актыўнай у беларускім пытанні. Таму што традыцыйна Аўстрыя вельмі асцярожная. Аўстрыя афіцыйна займае нейтралітэт ужо 70 гадоў, а тут яна не проста ініцыявала канферэнцыю, правяла, але заняла такую выразную цвёрдую пазіцыю. І канцлер Шаленберг, які вот толькі літаральна вот пару месяцаў таму назад стаў канцлерам, ён узяў на сябе такую адказнасць. Ну і тут адказ ясны, што Светлана Тихановская одна прычына, і другая важнасць беларускага пытання. Калі б гэта не было, Австрия не была бы настолько активной и ангажированной. Ну, когда Франок говорит Светлана Тихановская, это имеется в виду белорусы, которые больше года уже сражаются, борются и не останавливаются. Еще до начала конференции у меня была личная встреча с канцлером Шаленбергом и с еврокомиссаром Оливером Вергелием. Еврокомиссар рассказал про ситуацию с вакцинами. Как вы, наверное, уже знаете, мы пытаемся организовать доставку европейских вакцин в Беларусь, и нам рассказали, на каком этапе эти переговоры. Затем началась официальная часть конференции. Значит, выступил сначала канцлер Австрии, потом выступил министр иностранных дел, и затем выступила я. В своем спиче я рассказала о ситуации нынешней в Беларуси, о репрессиях, естественно, о политзаключенных, что сейчас делают демсилы, которые вынуждены были выехать из страны, что сейчас делают белорусы внутри страны. Калі заканчивается первая частка, куд кожны выступил, потом звяртаецца канцлер Шаленберг да Светланы Тихановской, кажа, ці хацелі б вы адказаць. І Светлана Тихановская замест каментара, як звычайна, бярэ палітыкі, пачынае гаварыць,
Светлана кажа, а я хацела бы задаць пытанне ўсім удзельнікам гэтай канферэнцыі, што вы гатовыя зрабіць для Беларусі праз дзень, тыдзень, месяц і 6 месяцаў. І звярнулася такім чынам да ўсіх, хто прысутнічаў, і ўсе адначасова на экране, ўсе так паглядзелі і пачалі думаць, што ж яны зрабілі і што яны будуць рабіць заўтра і паслязаўтра для Беларусі. Как мы понимаем, все министры, все лидеры в целом понимают, что происходит в Беларуси. Репрессии, режим, нарушение всех возможных прав, но многие из них не знают деталей, как вообще все происходит. И в частности, мы говорили о помощи гражданскому обществу, и мы попросили их перестать называть какие-то цифры, потому что это очень неоднозначно звучит для белорусов, когда там Евросоюз говорит, мы выделяем там, ну, образно говоря, там $1 миллион, да, и все пропаганда Беларуси это распространяет информацию, что вот Тихановская получила $1 миллион, где наши деньги. А чтобы говорили об этом, о своей помощи конкретными проектами. Вот мы открыли такой-то хаб для инициатив, мы оказали помощь стольким-то студентам, мы там пригласили IT-компании вести свои бизнесы, пока ситуация в Беларуси не изменится, чтобы люди понимали, куда уходит эта помощь. Да, чтобы они не говорили не только сколько, но и кому. Да, чтобы говорили о конкретной помощи, а не о суммах. Тогда переходим к Европарламенту. Просто расскажите, как было выступать с этой речью, какая была реакция, вообще как это было, потому что это, мне кажется, довольно историческая была речь. Мы ожидали какой-то особой реакции, потому что такие слова, которые в этой речи прозвучали, что у нас нет больше 1 года, что время для белорусов и для вас здесь течет совершенно по-разному. А на самом деле, когда мы эту речь готовили, вот у меня лично было море слез. Я вот каждый раз, когда ее вычитывала перед выступлением, все равно плакала. Особенно на тех моментах, где говорится о женщинах, о женах, которые ждут, либо о тех, кто уже своих сыновей не дождется. И я очень себя настраивала на то, что хоть бы не заплакать в Европарламенте, чтобы это выглядело достойно. Но я думаю, что это был как холодный душ, конечно, для Европы, потому что мы, ну, я в частности, я привыкла всегда чувствовать благодарность. И мы благодарили все время за то, что для нас делают. А делают немало. На самом деле Беларусь уже больше года и в повестке дня. Это в первую очередь, конечно, благодаря белорусам. Но я вижу, что страны хотели бы нам помочь. Иногда, как говорит Вранок, не знают, как подступиться. Но в целом желание есть, но не всегда действия активны. Не всегда хватает мужества на какие-то решительные шаги. Поэтому хотелось объяснить доступным языком, что сейчас происходит и как сейчас нужно действовать, если вы на самом деле готовы защищать демократию, ваши ценности, которые мы сейчас делим и к чему мы стремимся. Фрэнк, какая реакция была? У канцы я просто памятаю, як акружылі еўрапейскія дэпутаты Святлану і пачалі з аднаго боку дзякаваць за прамову, сказалі, што вот дасканалы, найлепшы момант, найлепшы час. Таму што ўсё гэта адбываецца і трэба такі пінок. І вось гэта такі ў добрым сэнсе штуршок да працы, да дзеянняў. Таму што ўсе нас падтрымліваюць, усе беларусі сімпатызуюць. Усе разумеюць, што рэжым проста праводзіць вар'яцкую палітыку і ўсім пагражае, але часам трэба ж нейкі такі энергетычны імпульс. Вот эта прамова, гэта быў вось той імпульс, і потым Святлана сустракалася з усімі фракцыямі, з лідарамі Еўрапейскай народнай партыі, Renew Europe, сацыял-дэмакраты. Вот усе гэтыя групы адным голасам казалі, што вельмі моцна, натхняльны, дзякавалі. І вельмі многія запыталіся, як мы можам дапамагчы палітвязням. Гэта было вельмі важна. І многія прасілі паштоўкі і казалі, я сёння сам падпішу, і ўсе нашыя калегі, еўрадэпутаты таксама зробяць тое самае. Важна тое, што у гэтым выступе Святлана абазначыла, што можна рабіць доўгатэрмінова, але і што можна рабіць сёння, што можна рабіць цяпер. Памятаю, сам пачатку, калі пачалі выступаць, все сидзелі ў тэлефонах нібыта, так? Да, злые языкі говорят, што вот неинтересно. І каментатары на YouTube пішуць, так, ніхто не слухае, а потым аказалася, што ўсе яны твіцілі
Усе пабачылі, калі Святлана пачала выступаць, знялі на фота відэа і пачалі твіціць, пісаць, каментаваць. І ўвесь твітер быў поўны каментарамі. Яго глядзелі гэты выступ па ўсім свеце, не толькі ў Еўрапарламенце, і Еўраньюс, і BBC, і CNN, Аль-Джазіра, усе міжнародныя медыі напісалі пра гэта. Святлана дала, напэўна, 15 інтэрв'ю за некалькі гадзінаў, вось нон-стоп. І дэпутаты казалі, што у нас ужо многа гадоў ніводзін выступ не збіраў столькі увагі і такую аўдыторыю. Бальшыня еўрадэпутатаў прыйшлі паслухаць Святлану Ціханаўскую. Наступным выступам будзе выступ Макрона у студзені, таксама з такой прамовай. Гэта тая прамова, калі прэзідэнты і кіраўнікі дзяржавы выступаюць перад Еўрапарламентам. Ось, и важно, чтобы там Беларусь так само проучала. А я хотела бы сказать огромное спасибо всем белорусам, которые написали мне в Инстаграм, которые писали в другие соцсети слова и благодарности, и так высоко оценили эту речь. Светлана, это то, что давно нужно было сказать. И на самом деле вот за это я точно благодарна, что поддержали меня в такой ответственный момент. Но по поводу вот этих слов, что у нас нет еще 1 года, это не только для публики европейских стран, это прежде всего для белорусов, что нет у нас времени ждать, пока наши друзья любимые сидят в тюрьмах, потому что то, что они там теряют здоровье, то, что они там верят, а мы пока с этим не справились, и это, знаете, как молчаливое согласие на одобрение их наказания. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз прошу обратить внимание белорусы. У нас же ничего не изменилось. Мы все помним то время, мы им живем, мы живем верой в то, что все изменится. И главное, мы уже поверили в себя, просто надо еще раз это показать. Как сказала Светлана Тихановская в Европарламенте, у нас нет еще 1 года ни у Европы, ни у Беларуси.